Энное количество лет Министерство внутренних дел нашей страны переживает непростое время. Каждый новый назначенный министр приступает к реформированию системы, выступает с громкими заявлениями. Но у нашего общества как не было доверия к милиции, так и нет. 30 апреля текущего года на должность министра внутренних дел был назначен Дбар Дмитрий Сергеевич. Он приступил к работе не с заявлений, а с громких задержаний. Сегодня мы зададим самые острые вопросы министру внутренних дел. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Спасибо большое, что вы нашли время для абхазского телевидения. Я хочу начать, наверное, с последних событий. Двор МВД в свое время видел очень много всяких различных мероприятий. Но впервые, когда люди, которые собрались для того, чтобы выяснить какие-то личные свои интересы, были задержаны. Как вы рассматриваете вообще такую ситуацию, что во дворе МВД могут происходить какие-то незаконные действия? Здравствуйте. Никто не запрещает собираться во дворе МВД. МВД — это достаточно открытая структура, куда обращаются граждане нашей страны по любым вопросам, касающимся их. Но данная акция, которая незаконно была, проводилась незаконно, она проводилась из-за вора в законе, так называемого тенгуляша. Это лакербая, тенгиз такой. Людям, которые собрались, не нравились условия содержания данного гражданина. Но у нас условия содержания граждан для всех одинаковые, и ни для кого исключения мы делать не будем. Тем более для лиц, которые имеют отношение к криминалу напрямую. Данным гражданам было разъяснено, что они должны разойтись, потому что это незаконный митинг. И никто об этом митинге не был уведомлен заранее, как это полагается. Несколько раз сотрудники органов правопорядка пытались объяснить людям, что не стоит шуметь, митинговать и наводить беспорядки возле здания Министерства внутренних дел. Но данными гражданами были законные просьбы сотрудников органов внутренних дел проигнорированы. Поэтому было принято решение о задержании основных зачинщиков данного митинга. Они были задержаны, административное наказание, и потом были разъяснительные беседы еще. И в дальнейшем, надеюсь, наши граждане поймут, что мы должны только в руслах закона решать свои проблемы. На это есть соответствующие органы. И если кому-то не нравятся условия содержания или какие-то еще есть причины, то они могут обращаться в прокуратуру, по правам человека в офис могут обращаться. Много очень инстанций есть, куда они могут обращаться. Те контролирующие органы придут, проверят и дадут уже какое-то заключение или разъяснение. Но собираться и проталкивать, как говорится, то, что хотят определенные люди, мы этого не позволим. С моей стороны было бы неправильно не задать вопрос по поводу громкого убийства на набережной. Бытует мнение в обществе, что это дело может развалиться. И вы как-нибудь проводите какую-то работу или все-таки после громких задержаний пока никакая работа не ведется? С чем вы можете поделиться? Следственная работа ведется это в Генеральной прокуратуре. Мы часто очень совещаемся по данному преступлению. Недавно у нас было совещание в Генеральной прокуратуре, где были поставлены ряд задач и Министерства внутренних дел, и Службы государственной безопасности, которые мы выполняем в данный период времени. Естественно, что слухами полнится, как говорится, наша страна, но все правоохранительные органы нацелены на то, чтобы данные преступники, которые совершили преступление, должны понести заслуженное наказание. Поэтому все три ведомства нацелены на это. И
принципе, мы пошагово идем к раскрытию преступления. И надеемся, что виновники понесут наказание. Совсем недавно в сети появилась информация о том, что между сотрудниками произошел конфликт. Как вы расцениваете вообще такие действия сотрудников и какие меры были предприняты? Да, данная ситуация имела факт. Это произошло в городе Гагра. Управление собственной безопасности МВД этим занималось. В данный момент данные сотрудники уже не являются сотрудниками органов внутренних дел. Они все уволены. И соответствующие материалы уже собраны, и по ним принято решение. Это недопустимо. Если сотрудники между собой не могут найти общий язык, то как им работать с обществом? Поэтому мы будем жестко пресекать такие действия и реагировать на них. Такие сотрудники в органах внутренних дел нам не нужны. Мы будем тщательно подбирать кадровый резерв, который у нас есть, и вообще кадры, которые мы берем в органы внутренних дел. Я не буду говорить сейчас, кто прав, кто виноват. Управление собственной безопасности разобралось, и решение уже принято. Дмитрий Сергеевич, вы к работе приступили совсем недавно, и давать какую-то оценку вашей деятельности, наверное, сейчас пока рано. Но в каком состоянии это ведомство пришло к вам в руки? Ну, если говорить о состоянии ведомства, практически ведомства не было, можно сказать. Оно было в плохом состоянии, но, естественно, милиция выполняла все равно свои служебные обязанности на том уровне, которым она могла. Сейчас мы пытаемся восстановить ведомство на должный уровень, то есть это материально-технически подкрепить ведомство, это в первую очередь. И ведем переговоры по поводу повышения заработных плат. То есть, в принципе, ведомство мне досталось чуть-чуть со знаком минус. И поэтому сейчас вот идут кадровые перестановки, и материально мы начинаем тихо-тихо обеспечивать людей. Хотят ли молодые люди вступать в ряды милиции сегодня? Да, хотят. Это видно, к нам немало молодых людей приходят. Совершенно недавно мы принимали экзамены на поступление в вузы, как и в школу милиции здесь, так и в высшие учреждения Российской Федерации. Очень много молодых людей, которые изъявило желание поступить, они поступили и скоро будут отправлены на учебу. В продолжение этой темы, наверное, актуально задать вопрос по поводу школы милиции. Наверное, сейчас какие-то реорганизации у вас происходят. Как вы оцениваете вообще деятельность этой школы в общем? Деятельность школы милиции я оцениваю положительно. Она неплохих учеников выпускает с данного учреждения, но здание находится немного в плачевном состоянии. Мы планируем его ремонтировать. И есть понимание и у главы государства, и у премьер-министра о том, чтобы помочь с ремонтом. Реорганизации будут после того, как мы данное учреждение приведем в порядок, и потом уже будет реорганизация уже внутренняя. Но тот уровень, который сейчас есть в школе милиции, он соответствует нашим реалиям и действительностям, то есть оттуда выходят неплохие сотрудники органов внутренних дел. Они выходят с определенной базой, которая им позволяет работать в МВД. Лет 5 назад впервые в Абхазии был задержан человек, который давал взятку должностному лицу. Но, как известно, вскоре он вышел на свободу. Не считаете ли вы, что пришло время все-таки МВД, прокуратуре и судам как-то взаимодействовать в таких вопросах? Всегда ругают одну ветвь власти, это исполнительную. Ну, у нас есть еще и законодательная, есть и судебная. Нужно посмотреть все судебные решения по вот таким делам серьезным, то есть это я имею в виду по тяжким и особо тяжким преступлениям. Какие решения приходят? Они приходят довольно ко мне часто. Не может человек, грубо говоря, за год исправиться, и потом ему меняют меру пресечения, там, не знаю, на условно-досрочный или еще на что-то, если он совершил особо тяжкое преступление. Для меня хищение государственных средств – это особо тяжкое преступление. Вы понимаете, в данный период времени несколько уголовных дел по хищению бюджетных средств в производстве у следствия.
Это вы как слышали дело Автодора, как слышали дело Абхазтопа, но те люди, вот даже дело, если брать дело Абхазтопа, там хищение очень больших денежных средств, для нас чуть-чуть непонятно, когда таким людям дают домашний арест, а после домашнего ареста еще дают им спокойно ходить по городу, то есть такое предписание дает суд, спокойно ходить по городу, там 3-4 часа в день и заниматься своими делами. Вы знаете, правильно люди, когда осуждают, что человек украдет сумку или телефон, ему дают реальный срок, а тот человек, который украл 200 миллионов, я сейчас конкретно не обвиняю человека, пока его вина не доказана, это решит суд. Но тот человек, который подозревается в хищении там, свыше 200 миллионов, он может спокойно находиться дома и может спокойно гулять по городу. То есть, если мы хотим навести порядок, о котором мы постоянно говорим, то мы должны все взаимодействовать. Я не считаю правильным решением то, которое дает право человеку, если ему такое обвинение предъявлено, спокойно находиться и гулять по городу Сухум. Он украл народные деньги. Факт кражи есть, надо доказать, кто ее украл. Но я, насколько знаю, у следствия есть довольно серьезные материалы, но почему-то суд вот совершенно недавно еще одно решение вынес для того, что разрешили данному человеку спокойно передвигаться по территории города Сухум. То есть мы или боремся с коррупцией, но уж точно видимость мы не должны этого делать. Если данный факт следствие располагает материалами, я считаю, что суд должен объективно подходить к этому. Тем более 200 миллионов для нашей страны – это огромные деньги, при том, что у нас бюджет наш личный, там буквально несколько миллиардов. И поэтому, если суд нам не будет помогать в этом смысле слова, то нам будет очень тяжело. Есть ли какое-то решение по строительству новой тюрьмы на территории Абхазии? Да, у нас было уже второе совещание в кабинете министров по этому поводу. Мы обсуждали техническое задание данного учреждения. Скоро у нас будет встреча с представителями Российской Федерации по этому вопросу. И я думаю, что проект будет примерно готов в этом году. И уже с последующих, то есть с 2021 года начнется уже реальное строительство. Нам тюрьма необходима. Мы не должны наших граждан держать всех под одним режимом. Тяжесть преступления, она бывает разная. И рецидивисты, которые имеют к криминалу постоянное, прямое отношение, не должны сидеть там с людьми, которые первый раз попались за то или иное деяние. Поэтому там идет полное разграничение, там люди смогут работать, кто хочет работать, и по тяжести преступления они будут отбывать свое наказание, как оно положено. То есть режимы будут соблюдены, как полагается, а не как сейчас. Все в одном изоляторе временного содержания, это не тюрьма вообще, что у нас в Дрантах. Все находятся в одном месте. Так не должно быть. Так человек не исправится. Нельзя рецидивистов смешивать с людьми, которые оступились первый раз. И поэтому нам необходима тюрьма. И условия содержания, которые сейчас, например, в Дрантах находятся, они не соответствуют для того, чтобы держать людей годами там. Даже человек, который совершил преступление, он должен отбывать наказание в нормальных человеческих условиях. Строительство тюрьмы – это все-таки вопрос не одного года. Но сейчас какая ситуация в Дранте? Потому что на своем опыте я не раз посещала это заведение, мягко говоря. И то, что я увидела, меня очень сильно впечатлило, потому что люди разгуливали по разным кабинетам, и, в принципе, можно было оставить такое впечатление, что это не тюрьма, а санаторий. Сейчас что там происходит? Нет, сейчас там не разгуливают. Насколько возможно режим в данный момент в тюрьме соблюдается, насколько сейчас Министерство внутренних дел может обеспечить данный режим. Мы усилили режим там, но я еще раз повторяю, это не тюрьма, это вообще следственный изолятор временного содержания. Люди там должны содержаться, пока идет суд и следственные мероприятия. А когда он уже осужден, его должны перевести в тюрьму. То есть есть
крытая тюрьма, есть там колония, поселение, должны быть разграничения. Поэтому немного такой хаос всегда был в Дранской тюрьме. И надеюсь, что тюрьма построится в течение 3 лет, и уже мы сможем, то есть людей, которые совершили преступления, осуждены, будут отбывать наказание уже в правильных условиях, как положено. Когда мы готовились к интервью, мы планировали посетить ИВС МВД, но сегодня у нас нет такой возможности. По какой причине? В данный момент в ИВС МВД проходят ремонтные работы на 1-м этаже, то есть ремонтируется 7 камер, изоляторы временного содержания, приводятся под, можно сказать, человеческие условия данной камеры, потому что там была и сырость, там были плохие условия. Это ремонт еще в довоенное время был произведен здесь последний раз. И поэтому сейчас мы делаем под определенные стандарты камеры, чтобы человек, который туда попадает, сидел в нормальных условиях. И то есть в положенных ему условиях. Поэтому сейчас там, в данный момент там идет ремонт. И он закончится примерно через месяц. По всем стандартам идет ремонт, усиливается и пол, и стены, но и в то же время условия улучшаются. В бытность бывшего министра в ИВС МВД прошли не очень хорошие мероприятия. На слуху пытки в МВД. Как вы относитесь к таким мероприятиям? И все же это контролируется сейчас как-то? И вообще, какие процессы происходят в ИВС МВД? В данный момент в ИВС, в МВД, естественно, никаких пыток нету. Никто не трогает заключенных. Заключенных и не имеет права на это, чтобы трогать. Везде поставлены видеокамеры в коридорах. Вплоть до того, что где мы сейчас ремонтные работы проводим, там внутри камер будут стоять видеокамеры. То есть, что если проверяющие органы захотят проверить условия содержания заключенных, трогает их кто-то, пытает их кто-то, они всегда смогут посмотреть видеокамеры. Это раз. Плюс отдел собственной безопасности в данный момент преобразован в управление собственной безопасности. Штат увеличен для того, чтобы они смотрели за достойным поведением и правильным поведением сотрудников органов внутренних дел, чтобы они себе не позволяли неправомерных действий. Это будет пресекаться жестко. То есть такие вещи недопустимы, которые произошло, к сожалению, в МВД. Сейчас мы можем наблюдать о том, что УКОН очень усиленно работает. И все-таки с чем это связано? У нас очень много, мы видим на сайте МВД, что растительного происхождения изымают. Это может с чем-то связано или только вы акцент делаете на растительного происхождения наркотические вещества? Это сезонная, как говорится, работа. В данный момент идет сезон каннабиса, то есть и люди незаконно его сажают и обрабатывают. Поэтому вы сейчас видите в данный период времени очень много, что МВД задерживает данных лиц, которые занимаются незаконным выращиванием наркотических средств. Это скоро прекратится, потому что это определенный промежуток сезона имеет, и мы надеемся, что наши граждане немного отдумаются и перестанут совершать данный вид преступления, потому что он по Уголовному кодексу Республики Абхазия карается также лишением свободы в зависимости от количества. Есть информация о том, что тяжелые наркотики попадают в нашу страну именно
с границей Российской Федерации. В этом направлении какая-то работа ведется? Может быть, вы как-то сотрудничаете с Российской Федерацией? Да, мы сотрудничаем с Российской Федерацией, с нашими партнерами. Вместе мы ведем и профилактические работы, и выявлению данных граждан, которые пытаются перевести наркотические средства через госграницу по реке Псоу. И результаты, в принципе, есть. Но в данный период времени государственная граница она закрыта в связи с карантином, поэтому завоз намного уменьшился наркотических средств. Но ожидается открытие границы, и, естественно, мы готовимся к этому и будем прикладывать все усилия для того, чтобы наркотики не попадали в Республику Абхазия. Совсем недавно вы посетили управление ГАИ. Какую оценку вы можете дать деятельности все-таки сотрудников? Я даю положительную оценку управлению госавтоинспекции, потому что мы применили принцип, я говорил как-то в интервью, одного окна, где упростили людям, то есть получение техпаспортов, водительских удостоверений. Ты приходишь, отдаешь документы в одно окно, грубо говоря, и там уже все собирается и подготавливается уже на окончательную стадию. Мало того, руководителями управления госавтоинспекции и МРЭО Республики Абхазия были проведены проверки автошкол. Несколько автошкол были исключены, потому что они не имели лицензию на это. В данный момент проходит жесткий отбор по сдаче экзаменов на права. Можно сказать, из 10 человек 8 не сдают. Это практически всегда эта цифра. Значит, они не получают должные знания в автошколах. Мы хотим в этом направлении усилить контроль. Многие родители, конечно, обижаются, когда их дети не сдают на права, но мы к этому подходим совершенно по-другому, потому что человек, который получил права, он садится за руль автотранспортного средства. И если он не будет знать правила дорожного движения, то вы видите, сколько у нас аварий с летальным исходом. Поэтому там ужесточен контроль. И лучше надо подготовиться к экзаменам, никому поблажек никаких не будет и не происходит. У нас буквально, я еще раз повторяюсь, от 10 человек сдают только 1-2 и получают права. Надеемся, что качество автошкол у нас улучшится, и мы будем стараться это контролировать. 11 мая текущего года в одной из квартир многоэтажного дома по улице Картозе в новом районе города Сухум обнаружен схрон оружия и боеприпасов. На какой стадии решения вопроса об обороте оружия? В парламенте данный законопроект присутствует, находится. И я думаю, что в ближайшее время, так как я общаюсь со многими парламентариями, данный закон будет уже принят и упростит нам работу в этом направлении. Потому что в данный период времени, почему мы изымаем данные разрешения на ношение оружия, потому что нет вообще никакого правового основания выдавать на ношение оружия. Поэтому парламент рассмотрит закон, примет его, и мы, исходя из этого, будем уже работать. И кому положено выдавать оружие, кому не положено, мы будем уже, исходя из закона, только смотреть. За последние 5 лет было очень много громких убийств. Сегодня о них не слышно, результат деятельности не виден. Вам поручили разобраться с ними. Что вы планируете делать дальше? Все ведомства, и МВД, СГБ, и Генеральная прокуратура по поручению президента Республики Абхазия подняли данные дела заново. У нас регулярно проходит по этому поводу совещание. Мы те материалы, которые сейчас существуют, приводим в норму
и начинаем потихонечку работать в данных направлениях. Время упущено, к сожалению, поэтому мы начинаем, можно сказать, все заново, пошагово, и надеемся, что данные преступления будут раскрыты. У нас четкая команда есть президента работать в данном направлении. И мы работаем, все ведомства взаимодействуют в данном направлении. Уже главе государства доложено обо всех делах, которые есть. Он лично держит это под контролем. Практически каждый день глава государства приезжает и в МВД, и в СГБ. И лично контролирует, как по громким делам идет следствие и какие мероприятия проводятся. Было опасение, что в связи с пандемией у нас повысится криминогенная ситуация. Как обстоят дела с этим? В данный момент ситуация в Республике Абхазия она стабильная, нету повышения криминогенной ситуации. Очень помогают те профилактические мероприятия, которые проводит Министерство внутренних дел совместно со Службой государственной безопасности. Предотвращение преступлений, профилактика преступлений, она положительно влияет на криминогенную обстановку. Поэтому мы не наблюдаем никакого повышения криминогенной обстановки. И, в принципе, и, наверное, люди это тоже видят, что есть понижение в разы в тяжких преступлениях, потому что ведется в этом направлении работа жесткая. И, наверное, за то, что все силовые структуры взаимодействуют, и это получается. Вновь сформированная патрульная служба оправдала ваши ожидания? Да, оправдала. Оно показывает реальную эффективность работы. Патрульники ездят по всей территории Абхазии. Насколько мы располагаем автотранспортом, настолько они ездят по всей территории Абхазии. Там не только сидят сотрудники патрульной службы, там еще в автотранспорте присутствуют сотрудники уголовного розыска, поэтому это повышает эффективность профилактической работы. Она себя оправдывает, это видно. Люди не стоят на месте, люди постоянно ездят, увеличивается скорость при звонке в милицию в 02, ускоряется скорость подъезда патрульных на место происшествия. То есть это или ДТП, или преступление. У патрульных буквально несколько минут, и они находятся на месте и уже начинают работать. Поэтому эффективность есть положительная динамика. Президенту было доложено об этом. Президент дал в этом направлении поддержку и в том, что обеспечит нас автотранспортом, и мы увеличим патрульные службы по всем городам в Абхазии. В данный момент сейчас это еще происходит и в Гаграх. В Сухуми был это, как бы говорится, пилотный проект. Мы сейчас переместились в город Гагру. Там его применим, и в зависимости от поступления автотранспорта мы будем увеличивать. Если брать каждый район, каждый город, какую оценку вы можете дать? Какая работа ведется, есть ли плюсы какие-то, есть ли минусы, может быть, где-то все-таки ситуация сегодня плачевнее? Ну, ситуация во всех городах Республики Абхазия, она в принципе стабильная, плачевной ситуации никакой нету. Мы в данный момент справляемся с ситуацией в городах, но хотелось бы улучшить качество работы. Но чтобы улучшить качество работы, нужно улучшить материально-техническое обеспечение МВД. И я уверен, что через определенное время оно улучшится, и мы реальный эффектный результат покажем, и люди это заметят. Какие несколько направлений вы можете выделить и сказать, что вот через энное количество времени, предположим, через год, мы сможем к вам вернуться и все-таки посмотреть, достигли вы какой-то цели определенной, смогли ли справиться с поставленной задачей? Какие-то направления можете озвучить? Вы знаете, сроки озвучивать это неправильно. Я еще раз говорю, когда у нас будет понимание о том, что в каких объемах мы будем материально-технически обеспечены, тогда мы будем понимать, какое направление мы быстрее решим и закроем. Ну, для себя мы сроки поставили. И я думаю, что через год, если мы с вами встретимся, в каких-то направлениях, в той же патрульной службе или в направлении по незаконному обороту наркотиков, мы увидим намного лучшие результаты, чем на данный момент времени. Дмитрий Сергеевич, спасибо большое за интервью. Мы очень надеемся, что и в дальнейшем мы будем также с вами сотрудничать. Спасибо вам.